чудо зданий славится Ашхабад. Ты прекрасна, родная страна. Смело, отчизна, шагаешь вперед. Путь твой гордой птицы полет. Пусть ширится слава твоя, цвети для мира, Родина моя. Добрый день, дорогие студенты, уважаемые преподаватели и гости нашего праздника. Сегодня мы собрались в нашем зале, чтобы в песнях, танцах и стихах рассказать о нашей любви к Родине, воспеть красоту родной земли и поздравить всех с большим праздником, Днем нейтралитета Туркменистана! Пусть наша великая страна с каждым годом становится богаче, сильнее и могущественнее. Пусть наша дружба с Российской Федерацией год за годом продолжит крепнуть. С праздником всех нас! Величие и мощь нашей страны вызывает трепет и уважение в наших сердцах. Пусть сила духа предков принесет развитие и благополучие, даст силы для великих достижений и веру в прекрасное будущее. Пусть щедрость туркменской земли принесет достаток и уют, умиротворение и гармонию в каждый дом. Желаем в этот праздник процветания страны и светлого будущего. А всех, кто пришел сегодня разделить с нами наш праздник, мы благодарим. Пусть в душе каждого человека, вне зависимости от того, гражданином какой страны он является, будет место для любви к своей родине. С вами сейчас моя прекрасная соведущая, студентка 5-го курса Института филологии Тверяева Огулнар. И очаровательная студентка Института филологии 3-го курса Адекова Огулджахан. Карачаево-Черкесский государственный университет имени Умара Джашуевича Алиева гостеприимно распахнул перед нами свои двери. В университете есть все возможности для нашего всестороннего личностного развития. В этом нам помогают наши преподаватели и все руководство университета. Хотелось бы предоставить слово нашему любимому ректору. Итак, слово предоставляется ректору Карачаево-Черкесского государственного университета Узденову Таусалтану Албекировичу. На середине встану так. Замечательно смотримся. Уважаемые друзья, дорогие гости, дорогие граждане замечательного Туркменистана, я от имени руководства нашего университета, от имени многонационального коллектива преподавателей, работников и студентов нашего университета сердечно поздравляю вас с замечательным днем. Днем постоянного нейтралитета Туркменистана. Вот уже 24 года, почти четверть века, Туркменистан обладает уникальным статусом. В 1995 году, 12 декабря, беспрецедентно проголосовав, Генеральная ассамблея ООН приняла решение, подтвердила самый высокий статус Туркменистана о постоянном нейтралитете. И с тех пор Туркмения развивается, Туркмения процветает, и благодаря той практике, той политике, которую принял Туркменистан четверть века назад, к нам приезжают вот такие замечательные студенты, которые прославляют свою культуру, свою историю и свой народ. Уважаемые друзья, я хочу обратиться именно к студентам Туркменистана. Мы знаем величие туркменской культуры. Мы знаем его великую историю, но и вы должны помнить его. Ваша слава, ваше величие не только в истории, не только в величии ваших предков. Это слава и сегодня, и завтра. То, как вы себя будете вести здесь, как вы будете презентовать свою страну, свою культуру, так будут знать о вас у нас в Карачаево-Черкесии, в России и во всем мире. Вы ответственны. Вы ответственны перед своим народом, перед своими родителями, всеми теми, кто послал сюда учиться. Но и мы ответственны. Мы тоже ответственны перед своей страной,
перед своей республикой, ибо мы выдаем вам документы, государственные документы о том, что вы закончили российский вуз, государственный университет. И поэтому мы здесь должны вместе работать с тем, чтобы достойно выполнить эту миссию. Я уверен, что большинство из вас, мы видим это, что большинство из вас замечательные молодые люди, которые прекрасно представляют вашу страну, вашу культуру. Мы знаем, видим, ни одно важное событие в жизни нашего городского округа, нашей республики, нашего университета не происходит без вашего участия. Вы активно принимаете участие не только в учебной, научной, культурной жизни нашего университета. Ни один праздник, связанный с культурой наших народов, ни один праздник, связанный с государственными днями памяти нашей страны, не обходится без вашего активного участия. Вот почему мы здесь, мы тоже с вами, мы тоже празднуем ваш праздник, наш праздник. С праздником вас, уважаемые друзья! Слава великому туркменскому народу! Слава его будущей культуре! Спасибо! Уважаемые друзья, вы знаете, когда отдельные представители замечательно, как мы уже сказали, презентуют свой народ, мы благодарны им. Им благодарна вся Туркмения, их родители. И мы хотим отметить отдельных представителей студенчества Туркменистана, которые наиболее ярко проявляют себя, наиболее хорошо, замечательно презентуют свою культуру, свой народ. Я бы хотел от имени ректората, я затягиваю специально, чтобы они, как принято у нас в традициях тюркских народов, не начинать все вовремя, поздравить и вручить благодарности нашим замечательным студентам. Итак, благодарность вручается Атаевой Сельби Гурман Бердиевне. Базарова Гозель Шакирджановне. Давайте сделаем так. У нас много благодарностей. Я не буду отнимать ваше время. Специально мы им вручим в очень торжественной обстановке эти благодарности. Их много. А большинство студентов, 99% студентов, они замечательные, они заслуживают благодарность. А 1%, я думаю, что к следующему празднику они тоже заслужат. Удачи вам! А сейчас мы хотим пригласить на сцену делегацию администрации Карачаевского городского округа, начальника отдела культуры Шамиля Хубиева и начальника отдела туризма и молодежной политики Мухаммедамина Эльканова. Встречайте! Ассаламу алейкум, багалы джамагат, добрый день, дорогие друзья, добрый день, представители славной страны Туркменистана. От имени мэра Карачаевского городского округа Алика Ачиевича, от себя лично разрешите поздравить вас со вторым по значимости государственным праздником Туркменистана. И как до меня сказал Таусултан Аубекирович, что приехав сюда, приехали не только как студенты, но и представители своей древней, очень большой, многогранной культуры. И на самом деле вы выносите вклад в культурное развитие нашего города, принимая участие не только в культурных мероприятиях, а во всех тех мероприятиях, которым живет наш город. Создали прекрасные коллективы, прекрасный театр, очень талантливые ребята. Ваш танцевальный коллектив «Каракум» знают не только в нашем городе, но и во всей Карачаево-Черкесии. Ваши прекрасные театралы, ребята, Шазада, все остальные, они не раз становились победителями республиканских конкурсов. А вот такие праздники
которые вы проводите, связанные с Днем нейтралитета, с Днем государственного флага, языка, национального костюма, на самом деле стали большим праздником в культурной жизни нашего города. И вот от себя лично и от Мухаммада Эльканова, который возглавляет отдел по молодежной политике, мы бы хотели вручить от себя грамоты. Грамотой отдела туризма и молодежной политики администрации Карачаевского городского округа за активную жизненную позицию и большой творческий вклад в реализацию молодежной политики на территории Карачаевского городского округа награждается Давлет Ильмрадов, студент 3-го курса факультета экономики и управления Карачаево-Черкесского государственного университета имени Умара Алиева. И грамотой отдела культуры Карачаевского городского округа за сохранение народной культуры и традиций и в связи с празднованием Дня нейтралитета Туркменистана награждается художественный руководитель хореографического ансамбля «Каракум» Ялкап Касымов. Спасибо большое. Мы уверены, что сегодня эти ребята нам подарят большой и красивый праздник. Спасибо вам большое. Забота Огузхана о народе, пророчество о будущем туркмен, о чистоте и стойкости природы, о неизбежности потерь и перемен. Так будь, туркмен, достоин Огузхана, таланта низами и любви враги. Своей любви и звезд Туркменистана не замедляя в прекрасные шаги. Мы открываем наш концерт с композицией Огузнама в исполнении ансамбля «Каракум» под руководством Ялкаба Касымова, и им помогут активные студенты нашего университета. Встречаем ваши бурные аплодисменты! Оживляя широкие просторы моей Родины, по всему миру раздается огузский той, слава разносится по всему миру, благодаря единству народа. На древней туркменской земле огузы в согласии живут, радуясь жизни. Кипят казаны, радуются аксакалы, дети. Великому моему туркменскому народу передай, что Огузхан приветствует вас. Создание страны, искусство, мастерство. Передай наши пожелания от всех нас. Лети, мой белый голубь, лети, веками свет и любовь в твоем сердце. Старинные владения Огузхана, престол и белые дворцы твои. И пусть гордится народ своим предводителем на древней туркменской земле. Огузский народ продолжает жить и здравствовать, праздновать, радуясь жизни. Я в начале туркменской истории, возглавляя, ходил в походы со всеми, с золотой короною на голове. Слава о наших победах разносилась по всему миру. Великий мой народ, крепкий и могущественный, с духом великого Огузхана. Счастливая судьба
цветущая страна Туркмен, известный на весь мир Туркмен. Только что вы увидели наш прекрасный танец. Культура Туркменистана широка и разнообразна. А теперь мы вам предлагаем нашу национальную песню. На сцену приглашаем студентку второго курса Института филологии Бяшимову Динет с национальной песней «Алтын бери». Аплодисменты!
великий поэт, классик туркменской литературы Махтумкули Фраги в XVIII веке воспевал свою родину в стихах. Его дело живет и в наши дни. Давайте послушаем стихотворение на туркменском языке «Ватаным. Моя Родина» в исполнении студента 3-го курса естественно-географического факультета Мередова Чары. Встречаем! Edid vatan şirin cananı varat, damarda kaynayan kananı varat. Vatan en kadimi dini Türkmen'in, edid vatan mıdam sana vadat. Türkmen vatan ile diridir diri, ülfü vatan parsatına övrülyer. Vatan Türkmenlerin kalbinin nuru, oylan yarın. Vatan nereden başlanıyor? Vatan uzun gece kirpigin çalman, ferhedin tak etkerinden başlanıyor. Dandan minarada şanlı Allah'ın çık yanadan sözlerinden başlanıyor. Başlanıyor peygamber sanıp atasın, Oğuz Han'ın altı gerçek oğlundan başlanıyor. Dünyada ulu vatanım atarman. Saparman, hunlan komundan. Vatan, büyük geçmişten hem gelecekten, asmandan, keremli yerden başlanıyor. Vatan, ata çıkan yoğuz gerçekten, toğlanıp düşün, serden başlanıyor. Prağı'nın büvüdünden başlanıyor. Dandan akın, füvüşünden başlanıyor. Kırk nekkenine yalını sığırın koyun. Çıgalı ve fevşinden başlanıyor. Vatan Türkmen namısından başlanıyor. Göroğluyunun namısından başlanıyor. Ya dillerde vatan feryadını çeken misafirlan nalatından başlanıyor. Vatan kazanımdan tıllar ervinden, parlap duran baydağımdan başlanıyor. Garışsız bir taraf büyük yurdumda tutulayan toy bayramından başlanıyor. Seninle vatan öyledir minnetliği. Olar tuğab eder dıyda şükürdü. Vatan Türkmenlerin mukaddesliği. Dine Allah vardır senden yukarıda. Türkmen vatan bilen diridir diri. Дорогие преподаватели, вы уже долгое время работаете с туркменскими студентами. Некоторые из вас уже даже и успели выучить туркменский язык. Так давайте же узнаем, как вы хорошо знаете нашу страну. За правильные ответы вас ожидают маленькие призы. В конкурсе, конечно, могут участвовать и студенты. Правда, очень важный момент, но туркменские студенты не участвуют. Итак, первый вопрос. В каком году Туркменистан стал нейтральным государством? Хервен Шамиль Магомедович хочет. В 1995 году. Да, действительно, 12 декабря 1995 года была принята резолюция Генеральной Ассамблеи ООН, в которой выражается надежда на то, что статус постоянного нейтралитета Туркмении будет содействовать укреплению мира и безопасности в регионе. За принятие резолюции на сессии проголосовали 185 государств, членов мирового сообщества. День нейтралитета Туркменистана по всей Центральноазиатской Республике проходят массовые народные гуляния и праздничные концерты. Второй вопрос. Сколько нейтральных государств в мире и какие? Пожалуйста. 3 государства, я не знаю. Не знаете, все равно призы дайте. Так, а какие? Кто знает? Правильно, 3.
Швеция и Туркменистан. Отдаем призы, но один из них неправильный ответ. Еще. Да, правильный ответ – Австрия. Так, Туркменистан, Швейцария и Австрия. Правильно. Как называется беломраморный город, который внесли в книгу рекордов Гиннесса? Ашхабад, конечно. Да. Да, действительно, Ашхабад включен в книгу рекордов Гиннесса как самый беломраморный город в мире. На площади 22 квадратных километра в столице Туркмении построено более 500 новых зданий, облицованных белым мрамором. Ашхабад упомянут в книге рекордов Гиннесса уже 5-й раз. Ранее в это издание были включены такие достопримечательности туркменской столицы, как самый высокий в мире флагшток – 133 метра. Итак, у нас 4-й вопрос. В каком году проводились Азиатские игры в Туркменистане? Пожалуйста, Фаина Ибрагимовна. Наверное, ответ на этот вопрос знаю не только я, но и весь Карачаевск, потому что студенты с гордостью из Туркменистана говорили об этом. Сентябрь 17-го. Правильный ответ. Название самого большого гигантского ковра. Пожалуйста. Дорогие друзья, мы, конечно, все интересуемся историей Туркменистана, но, насколько я помню, в книгу рекордов Гиннесса внесли Алтын-Асыр. По-моему, да. Да, действительно, в 2001 году ковер Алтын-Асыр «Золотой век» включен в книгу рекордов Гиннесса как самый большой сотканный вручную ковер в мире. Ковер – самый известный бренд Туркменистана. Ковры подарены самой природой. Они сотканы из овечьей шерсти и окрашены натуральными красками, изготовленными из растений, цветов и плодов, произрастающих на земле. Узоры на коврах также отражают природу. На них изображены вспаханные поля, цветы, животные и реки, солнце, луна и звезды. Как называется туркменская порода лошадей? Фариза Магомедовна. Фариза Магомедовна. Насколько я знаю, ахалтыкинская порода лошадей славится во всем мире. Правильный ответ. Да, действительно, ахалтыкинская лошадь или ахалтыкинец – верховая порода лошадей, выведенная на территории современной Туркмении продолжительно около 5000 лет назад. Относится наряду с чистокровной верховой и арабской к числу чистокровных пород, так как является эталонной верховой лошадью и на протяжении 5000 лет не смешивалась с другими породами, хорошо приспособлена к сухому жаркому климату и прекрасно акклиматизируется в других условиях. Спасибо вам всем за активное участие в нашей викторине, а мы продолжаем. O merdin oğludur, merttir pederi. Gör oğlu kardeşi seni hoştur seri. Dağda düzde kolsuz sayıyatlar diri. Ana bilmez, yol varsa oğlu Türkmenim. На сцену приглашается ансамбль «Каракум» с танцем «Мердим Егитлер». Аплодисменты!
и танцев. Так, давайте же придумаем рецепт хорошего настроения. Итак, что же придумать? Я вам предлагаю посмотреть сценку 37-й группы Института филологии. Сценку «Студенты на приеме у ректора». Встречайте! Здравствуйте! Падай, ботан! Дай пройти! Здравствуйте, я на прием к ректору. Ректор на совещание. Освободиться когда? Через полчаса, наверное. Вот зависло время, как всегда. Ботан, тебе же сказано было, дай пройти! Кстати, ботан, что ты здесь делаешь? Я ректору жду. Ректор ботанов не принимает. У него неприемный день. Можешь идти. Да? Да? Между прочим, меня не Ботан зовут. Я Адекова Гулджахан, студентка 3-го курса. И я отличница, активистка, умничка, спортсменка. Никогда не опаздываю на первую пару. И вообще-то я красавица. Чего? Учеба и труд победам ведут. Учеба и труд к проблемам ведут. Повторение – мать учения. Эх, повторение, мое мучение. Давайте успевать везде, в учебе, спорте и труде. Нет, давайте успевать везде. В стипендии, в праздниках и в еде. Тяжело в учении, легко в бою. Бедные студенты уползли домой в строю. Учение свет, а не учение тьма. Да-да, для тебя. Если не учишься, ботан, тебе точно хана. Наука учит умного. А не умного ректорат. Учеба и труд рядом идут. А телевизор и диван к холодильнику ведут. Век живи, век учись. Чего? А потом и век лечись. Был бы ум, будет и рубль. Был бы рубль, будет и диплом. Не стыдно не знать, стыдно не учиться. Не стыдно не знать, стыдно, когда тебя называют тупица. Учиться никогда не поздно. Вот-вот, и мы решили не спешить. Учение красота, не учение сухота. 60 студентов в аудитории, вот тебе и духота. Учение труд, все перетрут. За одну домашку в порошок сотрут. Математику уже затем учить стоит, что она ум порядок приводит. Да ты что, математику уже затем учить стоит, что она стипендию считать учит. Блюди хлеб на обед, а слово на ответ. Блюди хлеб на обед, а если останется и на ужин? И даже на завтрак можно? Конечно. Грамоте учиться всегда пригодится. Грамоте учиться к повышенной пригодится. Не хочешь учиться? Жизнь все равно научит. Эх, ботан, не хотела я говорить об этом. Не хочешь учиться? Война Ибрагимовна заставит учиться. Да? Да, пошли учиться. Что вы здесь делаете вообще? Чего? Ты кто? Я? Мы ректора ждем. Сегодня же праздник, все на празднике. Какой И ректор на праздник? празднике в актовом зале. Там сейчас концерт идет, концерт. Тау Султанов Бекирович, вы тоже здесь? Можно к вам пару вопросов? У нас буквально пару вопросов. Кирович, когда открывается филиал Кочергу в Туркменистане? Чего? Тебе филиал Туркменистана в Кочергу не хватает? Нет, не хватает.
Нам нужен филиал в Туркменистане. Зачем? Если в Туркменистане будет филиал, тогда вас здесь не будет. Будет? Давайте здесь сделаем так, чтобы все было замечательно, хорошо. И чтобы в Туркменистане самые лучшие студенты, самые-самые лучшие, приезжали сюда к нам, видели нашу культуру. И, конечно же, знакомили нас с вашей замечательной культурой. Тогда, наверное, может быть, и подумаем. Может, и откроем. Спасибо. У меня тоже один вопросик, буквально один. Как вы думаете, в современном мире, когда и без диплома можно реализоваться в жизни, почему все-таки нужно получить высшее образование и диплом? Это серьезный вопрос. В современном мире получить знания, профессию, наверное, можно и без высшего образования. Но получить настрой на всю жизнь, обогатить себя, стать частичкой культуры, а в данном случае и мировой культуры, наверное, невозможно без университетского высшего образования. И вы это замечательно, и мы это вместе с вами замечательно делаем. Поздравляю вас. Спасибо большое. Еще раз благодарим, что вы пришли сюда к нам сегодня на наш праздник. Если будут вопросы, обращайтесь. Спасибо, до свидания. Песни разные люди поют, чувства ими стремясь передать. Жизнь, как песню, порой живут, в ней стараясь тепло людям дать. Со своим музыкальным подарком для нас выступает студентка первого курса факультета психологии и социальной работы Аширова Алтын. Песня «Широка река». Встречайте! Широка река, глубока река, не доплыть к тебе того бережка. Тучи низкие, прячут лунный свет, полетит бы мне, да вот крыльев нет. По серому бару злой огонь кипит, конь черный, чем ночь, у огня стоит. Бьет копытом он, ищет седока, оттолкнул тот конь наша берега. Постучалась вновь, боль незваная, вот она любовь окаянная. Коротаем мы ночи длинные, нелюбимые с нелюбимыми. Черная вода далеко течет, унесло везло, да разбило плод. Были ласточки, стали вороны, рано встретились, поздно поняли. Двери новые, не взорвать петель, и одна беда стелит нам постель. Широка река, эхо долгое, конь черный, чем ночь, ходит около. Постучалась в дом, вот незваная, вот она любовь окаянная. Коротаем мы ночи длинные, нелюбимые с нелюбимыми. Широка река, глубока река, не доплыть к тебе с того бережка. Тучи низкие, прячут лунный свет, полетит
бы нет, да вот крыльев нет. Восемь румбару, злой огонь кипит, хоть чернее, чем ночь, у огня стоит. Бьет копит домой, не вшит седока, отогнул тот конь, наша река. Постучалась в дом, вон из ванная, вот она любовь окаянная. Коротаем мы ночи длинные, нелюбимые с нелюбимыми. Постучалась в дом, вон из ванная, вот она любовь окаянная. Коротаем мы ночи длинные, нелюбимые с нелюбимыми. О, Гулнар, мы долгое время живем в России, и мне очень нравятся русские народные танцы. Тогда я предлагаю тебе посмотреть, как исполняют русские народные танцы ансамбль «Каракум». Встречайте ваши бурные аплодисменты! Давайте еще раз аплодируем! Чахан, а ты знаешь историю создания скрипки? Конечно, знаю. Скрипка – один из самых изысканных и утонченных музыкальных инструментов, чарующим певучим тембром, очень похожим на человеческий голос. Впервые придумал скрипку итальянский мастер Антонио Страдивари в XVI веке. Ой, как интересно, правда, оказывается, ты знаешь. А я хотела бы отметить, что в Туркменистане преобладают струнные инструменты, и поэтому овладеть скрипкой нашим студентам не составило труда, в чем вы сейчас сможете убедиться. Итак, приглашаем на сцену студентов второго курса физико-математического факультета Тяч Мухаммедова Сулеймана и Мухаммед Турдыева Мердана. Встречаем!
музыканты из Туркмении не только замечательно исполняют на своем родном и русском языке песни, но и в их репертуаре находят место и мировые хиты. Студентку 3-го курса Института филологии Раушенова Гульшат с песней «New Rules». One. Talking in my sleep at night, making myself crazy. Out of my mind, out of my mind. Wrote it down and read it out, hoping it would save me. Too many times, my love, he makes me feel like nobody else. But my love, he doesn't love me, so I to myself, when to pick up the phone, you know it's only gonna get you drunk and alone too. Don't let him in, you have to kick him out of game 3. Don't be his friend, you know, gonna wake up in his bed in the morning, and if you're under him, you ain't getting over him. I got no rules, I call them. Hey, I got no rules, I call them. I gotta tell them to myself. I got no rules, I call them. I gotta tell them to myself. I keep pushing forward.